Дорогие подписчики штаба Татар Москвы, сегодня мы встречаемся с человеком, в руках которого сейчас оказалось издание, которое ждали каждую неделю в Татарстане, в Москве, в других регионах, везде, где темы насущные сегодняшнего дня поднимаются каждый день, обсуждаются каждый день. Это издание называется «Звезда Поволжья», а сегодня у нас редактор, главный редактор этой газеты Руслан Ахметов, сын знаменитого, легендарного журналиста и общественного деятеля Рашида Ахметова. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте. Очень рада вас видеть, очень рада видеть в вас коллегу, потому что вы пишущий человек, и вот сейчас у вас в руках такое большое издание, большое по значимости прежде всего. Я не знаю, какой тираж, вот, может быть, вы нам расскажете. И мне очень хотелось бы узнать и о вас, и о ваших планах, и многое другое. Вот как получится беседа. Надеюсь, что она будет открытой, искренней. Но вы всегда можете сказать, что вы не хотите, допустим, отвечать на какой-то вопрос. Это абсолютно понятно и нормально. Руслан, вот скажите мне, пожалуйста, после смерти папы прошла буквально неделя, да? И вы приступили к своим обязанностям. Так получается, да? И я права, что не было потеряно ни одного выпуска газеты? Один все-таки потерялся. Это было в неделю 8 октября. Как раз 8 октября папу положили в реанимацию второй раз. И он уже был в состоянии оглушения. Выпуск должен был выходить 8 октября, но поскольку делали мы его обычно понедельник, вторник, среду, а в это время как раз папа лежал в больнице, еще пока в обычной палате. Я решил его не беспокоить, не говорить, что надо готовить. Подумал, пусть лучше действительно займется своим здоровьем. И этот четверговый номер 8 октября не был. В итоге из-за форс-мажора выпущен. Следующий был выпущен уже после 13 октября. Это был номер, по-моему, 16 октября. То есть через... Нет, простите, это был номер от 15 октября. 14 октября были похороны, и как раз я приехал днем после кладбища и сверстал номер, который уже 15 октября вышел. То есть я правильно сейчас понимаю, сейчас мурашки по коже пошли, потому что вы похоронили папу, вы вернулись домой с похорон, и вы сверстали номер. Да. Я пожму вам руку. Вы молодец, Руслан. Для вас это было, как вы чувствовали, что это ваш долг, или вы воспринимали это как ваше спасение в тот момент? Ну, вот эмоционально. Ну, скорее, это была миссия, да, это был долг, нравственный прежде всего. И тут были два момента. Первый то, что при жизни папа хотел, чтобы издание перешло ко мне. И я всегда говорил ему, ну я же не потяну, не надо. Зачем? У меня же нет таланта такого. И как будто во вторник я это чувствовал, собственно. Во вторник, это уже было поздно ночью, когда только начинался вторник. Как будто я чувствовал, что надо пускать газету, и уже на следующий день меня позвонили из реанимации, сказали, ваш отец скончался. Тут я понял, что надо делать дальше. То есть вы просто приняли решение выбора и все, нет. и пошли, да. То есть вы не ставили перед собой никакого выбора. Да. Ясно. Вы всегда были рядом с папой в выпуске журнала, я имею в виду? То есть вы вообще давно именно вместе в связке делали журнал? То есть как у вас распределялись обязанности при жизни папы? Мы начали, в принципе, тесно работать с 2015 года. Но верстать я начал не сразу. Там прошло полгода-год, я уж точно сейчас не вспомню. И сначала я просто ходил как корреспондент, потом уже нужен был верстальщик, и я начал верстать. Потом у нас из редакции ушла сотрудница, которая занималась набором, первичной корректурой.
потому что у нее были уже улучшившиеся семейные условия. Ей было не до редакции, у нее не было мотивации работать. Это нормально, это хорошо даже. И с этого момента мы уже с папой начали осуществлять корректуру вдвоем. То есть я первично, он вторично. То есть мы работали чисто вдвоем.